Всем доброго утра, хорошего настроения. С вами Вероника Тамтосова. И начинаем это замечательное 22 мая. Что у нас будет интересного? У нас, конечно, мы приготовим замечательное, просто сногсшибательное, удивительное и простое по своей сути блюдо дня. Также расскажем, как сделать идеальный бульон. Сегодня Николин день, и моя коллега Дарья Анкехова сегодня побывает в гостях. У кого и о чем они будут говорить, узнаем совсем скоро. Также, конечно, сделаем утреннюю зарядку. Встречаемся с гостями в студии и просто поделимся самым лучшим, замечательным настроением. Ну, а прямо сейчас первая новость, которую нужно знать каждому с утра – это погода. Итак, в центральных районах сегодня 18-27 выше 0, в Заречной группе 17-27 со знаком плюс, в южных плюс 16, плюс 23, в Вилюйской группе 19-27 градусов тепла, в Нижнеленских от плюс 7 до плюс 23, в западных плюс 16, плюс 26, в Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 4 до плюс 15, в Янских 4-10 выше 0, на северо-западе минус 7, плюс 1. Вот такая вот у нас уже почти везде летняя погода. В Якутске 6 часов утра температура составила 10 градусов тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем малооблачно, ветер южный 1,5 метров в секунду. Температура столицы плюс 25, плюс 27 градусов. Все, лето пришло. Ну и, конечно, что нужно еще знать с утра? Это последние новости, чтобы было поговорить о чем-то с коллегами. Поэтому уже наша группа новостей спешит к вам. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Запуск главной паромной переправы региона по маршруту Якутск-Нижний Бестях ожидается в начале следующей недели. 24 мая запланированы пробные рейсы с использованием 2-3 паромов. При благоприятной гидрологической обстановке на линии и готовности причальной инфраструктуры перевозки будут осуществляться в полном объеме с 26 мая. Для повышения комфорта граждан и сокращения времени ожидания на подходах к переправе увеличено количество полос на накопительных площадках. Со стороны Якутска добавлено 2 полосы, со стороны Нижнего Бестяха 3. Это позволит значительно увеличить емкость для скопления транспорта и уменьшить очередность. Настоящая цифровая революция для Крайнего Севера. С июня этого года начинается активная фаза уникального проекта «Синергия Арктики», крупнейшего в России телекоммуникационного строительства в условиях вечной мерзлоты. Уже в июне в регион доставят специальное бронированное оптоволокно российского производства, а в июле бригады приступят к прокладке линий связи. Инициатива к концу 2028 года соединит высокоскоростным интернетом 61 населенный пункт. Это более 50 тысяч человек, живущих в самых отдаленных уголках Якутии. Первыми уже до конца этого года доступ к современному интернету получат 8 сел: Сигянкёль, Дабан, Дельгей, Иняк, Тинная, Чапаева, Хара-Алдан и Тополиная. Вилюйский Улус – самый отдаленный потребитель электроэнергии Вилюйской ГЭС. Строительство новой газопоршневой электростанции около местности Хомустах решит проблему дефицита электроэнергии. Проектирование, начавшееся в октябре прошлого года, сейчас входит в активную фазу завершения. Ведутся последние согласования, подбирается итоговое оборудование. Ориентировочно в июне после экспертизы проект будет готов. По проекту предусмотрена установка 16 единиц газопоршневых установок. Ведется закупка автоматической газораспределительной станции, блока подогрева газа, вспомогательных модулей, системы пожаротушения и заборного ограждения. Основной целью данной электростанции является перекрыть дефицит перетока электроэнергии по существующим электролиниям в сторону Вилюйска. Так как Вилюйск является в конце куста существующих электросетей, то могут наблюдаться моменты по дефициту номинальной мощности для потребителя. С целью компенсации данного дефицита в именно городе Вилюйск, как концевой точке существующих электросетей, строится данная электростанция.
С заботой о самом важном продолжается масштабная реконструкция республиканского дома-интерната имени Решетникова. Здесь возводят современный трехэтажный корпус на 200 мест, где пожилые люди-инвалиды получат не просто крышу над головой, а по-настоящему комфортную среду для жизни, ухода и общения. Строительство, стартовавшее в День Республики в 2025 году, уже вышло на активную фазу. После зимнего перерыва бригады монтируют пандусы, обустраивают безбарьерные входы и готовят пространство, где все продумано для маломобильных гостей. Завершить объект планируют до конца 2027-го. В Атамайском наследии Горного Улуса после переезда в новое просторное здание Центр досуга наследия не только обрел комфортные условия для работы и отдыха, но и значительно повысил свою эффективность. А теперь жителей ждет еще одно знаковое событие – открытие кинозала с первоклассным оборудованием, способного соперничать с лучшими городскими площадками. В эти выходные Атамай готовится отпраздновать торжественное открытие кинозала. Это не просто новый объект, а символ активного развития села, подтверждающий, благодаря таким проектам сельская жизнь становится ярче, интереснее и перспективнее. По гранту запланировано у них 13 кинозалов по всему Дальнему Востоку, только 2 в Республике Саха и 1 из них в нашем селе открывается. Ну, мы в открытии хотим начать фильм из нашего якутского фильма «Золото Тыгынбая». Сегодня, как всегда, календарь открывает новую дату – 22 мая. День, когда прошлое встречается с настоящим, а традиции приплетаются с инновациями. За каждым числом своя история, за каждой датой – судьбы людей и повороты эпох. Что же хранит в себе 22 мая? Узнаем прямо сейчас. На календаре 22 мая. Сегодня Международный день биологического разнообразия, Всероссийский день бассейновой индустрии. А в Якутии отмечается День Сайлыка. По народному календарю Никола Вешний. С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока. А потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», подмечали в народе. Этот день в истории. Основан Новодевичий монастырь в Москве. Этот день также считается днем основания Третьяковской галереи. Изобретен тюбик для зубной пасты. 22 мая основана Международная федерация кинологов. А в Советском Союзе учреждена медаль «Серп и молот» – знак отличия Героя социалистического труда. В этот день родились Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства; Артур Конан Дойль, шотландский английский врач, писатель; Никита Богословский, советский российский композитор, пианист, дирижер, народный артист Советского Союза; Зоя Корнилова, государственный политический деятель, кандидат экономических наук; Евгений Мартынов, советский эстрадный певец, композитор, музыкант; и Владислав Михайлов, цирковой артист, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, отличник культуры Якутии. Именины сегодня отмечают Акулина, Василий, Гаврил, Дмитрий, Иосиф, Николай и Семен. 22 мая – Николин день вешний. В народе говорят: пришел Никола, будет тепло и сытно. И как раз моя коллега Дарья Анкехова отправилась этим утром в гости к семье Яковлева, где они уже на своей кухне готовят главное блюдо дня – наваристый утиный суп. Как готовить птицу, чтобы бульон был прозрачным, настроение праздничным, узнаем прямо сейчас. Даша, доброе утро. Доброе утро, Республика, доброе утро, Вероника. В прямом эфире в столь ранний час мы находимся в гостях у семьи Яковлевых. Знакомьтесь, это хозяйка семьи. Капиталина, здравствуйте. И сегодня в прямом эфире мы будем готовить утиный суп. Все секреты расскажет нам Капиталина. Ну а для начала мы хотим, конечно же, поздравить всю Республику с праздником, с Николиным днем. Капиталина, ну сразу такой вопрос от женщине к женщине, да? Как правильно варить утиный суп? Ну, как правило, утиный суп, он должен готовиться достаточно долго, да, это 1,5 часа, 2 часа. У нас уже вот практически на завершающей стадии сейчас, да. Ну и мы традиционно готовим без дополнительных там овощей, ингредиентов каких-то, может быть, ну вот более таких современных, да. Ну и, конечно, самое главное – это домашняя лапша. Домашняя лапша. Есть ли у вас какие-то личные секретики?
Ну вот, думаю, что самым, наверное, личным секретом является то, что мы домашнюю лапшу готовим, ну, загодя. Ну, не сегодня она была приготовлена с утра, да, вечером мы вчера подготовили и давали ей просушиться, да, и вот как-то, мне кажется, это дает особенный какой-то пикантность. Ну, давайте посмотрим, как варится уточка. Нужно отметить, что утка местная, да? Это местная, да. этого года, да? Да, буквально позавчерашнее, наверное, да. Мгм. Итак, посмотрим. Обратите внимание, какой у нас уже наваристый бульон. Мгм. Да, вот он уже второй час кипит, получается, и плюс мы добавляем солей, да, это вот мука, разведенная в воде, по традиционным рецептам. Но тут у нас суп получается из 2 уток, и утки, да, свежие, ну, буквально позавчерашние, я уже сказала, да, и, ну, мы добавили картошку. По идее, ну, некоторые не добавляют картошку, да, вот единственное, ну, потому что дети будут есть, и вот как им нравится. Мгм. Ну, а вообще, почему принято есть утку именно в этот день? Ну, Николин день, традиционный праздник, очень почитаемый праздник в якутской культуре, да, и утку, ну, считается, что это вот такой символ перехода к лету, да, это же праздник как раз связанный с тем, что мы начинаем Новый год, новое лето, что мы пережили зиму, да, и, ну, и плюс, конечно, из хозяйственных соображений тут нужно сказать, что заканчивается запас мяса, ну, и плюс ко всему хотелось чего-то нового, потому что все-таки другой вкус, да, вот вкус дичи, он совершенно другой, конечно. Ну, а вообще вот у вас, может быть, есть какие-то определенные секреты по выбору утки, да? Ну, допустим, родственники или супруг принесли уточку. Как-то вы их отбираете или вот что принесли, то и готовите? Ну, что принесли, конечно, да, то, что Баянай подарил, там уже нельзя особо придираться. Но в этом году у нас утки от нашего, получается, муж моей сестры. Он у нас заядлый охотник, это его утки. Но уже принесли ощипанную или сами? Сами щипали, да. Ну, муж щипал, я не люблю щипать. Муж щипал. Многие домохозяйки вообще не любители, да, этого делать. Ну, а всегда вот вопрос у тех, кто, возможно, никогда не готовил суп, да, как долго вот времени уходит на то, чтобы очистить уточку вообще? Ну, если человек умеет, очень быстро это, да. Если, конечно. Ну и самое быстрее очищается утка, которая свежая. Если, например, она уже там из холодильника и так далее, мне кажется, тяжелее. Вот так. То есть это тоже Надо важный сразу. момент, да? Но при этом нельзя хранить, мне кажется, ее вот в ощипанном виде. Как-то так. То есть храним мы ее с перьями в Да. морозильной камере, а готовить лучше сразу. Лучше сразу. Ну и у нас вот здесь лапша, которую, как вы уже сказали, приготовили заблаговременно, да? Здесь никаких секретов, да, Нет. классические. Да, обычно все. Получается у нас мука, вода, яйцо. Мгм. Ну вот, она немножко у нас сушилась, получается. Сейчас мы ее в кипящий суп закинем. Ну и тут буквально минут 5 надо, чтобы она до конца сварилась. Мешаем. Вот наши 2 уточки тут небольшие плавают. Ну совсем такие маленькие. да, Маленькие она. Ну на семью хватит, На да? семью, да, вот нас на 4 получается, да, вот мы готовим примерно вот всегда объем супа примерно такой. Мгм. Вот. Ну и вот солей, да, вот он придает вот такой вот непрозрачный бульон получается. Мгм. Такой наваристый достаточно. Ну и плюс, конечно, ну, думаю, витаминный, да, полезный очень такой суп. Вот. Тем более после зимы, Мгм. вот, в такой период. Ну вот у вас, то есть, такой очень классический рецепт, да? Да. Никакой зелени, лаврового листа, ничего не надо. То есть классический. Да, у нас классический, ну не считая картофеля. Мгм. По идее, если вообще вот в классическом варианте готовить, то картошки не должно быть. Мгм. А тут, ну, как бы вот из-за детей мы добавляем картошку. А что еще традиционно подают с утиным супом в этот день? Ну, конечно, оладьи. Оладьи мы тоже вчера загодя подготовили. И саламат. Саламат. Ну и традиционные блюда якутские. Вообще в этот праздник считается, что стол должен быть в изобилии, да, вот как раз переход к новому периоду. И, соответственно, конечно, хозяйки готовились, убирались полностью дома, там, во дворе, когда, да, если был, ну, тогда, когда в традиционное время, получается. Вот, и подготавливались вот как к новому периоду.
И после Николиного дня уже с Зимника, да, с Кыстыка переезжали в Сейлык, ну, в Летнее. Мы тоже, в принципе, уже практически на даче. Ну что, дорогие друзья, чуть позже мы вернемся в прямой эфир, но будем сидеть уже за праздничным столом и поговорим со всей семьей о традициях, о обычаях этого праздника. Ну и, конечно, отведаем тот самый утиный суп. Ну а сейчас пока что мы передаем слово студии. Вероника. Спасибо большое за такой интересный рассказ. Вообще, в Николин день наши предки уделяли особое внимание семейным традициям и щедро делились угощениями. А какое блюдо может быть проще и душевнее, чем яичница? Она и на крестьянском столе встречалась, и сегодня остается символом домашнего уюта. Думаете, яичница – это скучно? Наш шеф-повар покажет, как за 5 минут превратить ее в блюдо для особого случая. Пара секретных ингредиентов, пара хитростей, и вот уже завтрак пахнет, как в мишленовском ресторане. Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Николай Атласов, я концепт-шеф ресторана Kitchen. И сегодня мы будем готовить вкусные, простые завтраки, которые вас удивят и поднимут настроение. Разбиваем яйца. Еще раз. Еще раз. Опа. Добавляем соли. Соли много не надо. Его надо чуть-чуть. А потом, если что, на столах у каждого есть соль, которую вы можете просто потом добавить. И добавим чуть-чуть молока. Молока придаст пышность нашему блюду. И начинаем перемешивать до однородной массы. Наливаем растительное масло. Так, сначала мы налили растительное масло, да? А для вкуса будет у нас сливочное масло. Сливочное масло горит быстрее, чем растительное масло. Поэтому мы сначала наливаем растительное масло, а потом добавляем очень вкусное наше сливочное масло. Упс. И заливаем. Самый важный момент. То есть мы когда уже положили сюда яйца, одна сторона уже приготовилась. И наша задача сейчас его собрать в одну сторону. Смотрите, как мы делаем. Мы его просто собираем в одну сторону. А то, что еще не готово, она будет двигаться здесь и будет уже жариться. Вуаля! И все перелаживаем на наше блюдечко. Просто стилаем, а потом мы его подправим. Хороший внешний вид сделаем. Здесь у нас масло осталось. Мы сейчас быстренько обжарим лучок. Потом мы туда закинем наши бекончики. Они очень быстро обжарятся. И тут получается такая история. У бекона есть жир. И вот этот жир сейчас будет плавиться, а также у бекона есть вкус копчености. И этот вкус копчености как раз вот лучок возьмет в себе. Она будет настолько ароматная, как будто вы находитесь на природе. Есть люди, которые лук не любят, а есть люди, которые лук обожают. А если мы хотим карамелизовать лук, то маленький секретик. Посыпьте щепотку соды, и она мгновенно карамелизируется, то есть становится мягким.
Такой же завтрак без сыра. Мы добавляем сырку. Ну что, уважаемые друзья, прекрасное настроение. Начало нового дня. По-моему, очень вкусный рецепт всем, кто завтракает, приятного аппетита. Но вот если вам лень готовить яичницу самим, то следующий прибор вам в помощь. Появилась капсульная омлетожарка. Один стартап выпустил и повара, который умеет жарить яичницу 7 разными способами. Нужно просто закинуть яйца в специальный отсек, выбрать программу и установить желаемое время готовности. Дальше робот справится сам. Ну, потрясающе вообще. Очень просто, да? Закинул яйца и даже думать теперь не надо, что пожарить. Ну, с одной стороны, роботы — это интересно, а вот с другой, что-то в этом теряется, да, какая-то изюминка завтрака. Но вообще завтрак у нас уже завершен, организм получил необходимые питательные вещества. Теперь самое время перейти к физической активности. Легкая зарядка после еды поможет улучшить кровообращение, мягко активизировать метаболизм и подготовить тело к дневным нагрузкам. Не нужно сложных упражнений, достаточно 10-15 минут простых движений, растяжки, поворотов корпуса, приседаний и махов руками. Такой ритуал не только взбодрит, но и улучшит самочувствие в целом. Всем привет! С вами на связи тренер Света Миронова, и сегодня я вам проведу зажигательную, энергичную зарядку. Итак, первым делом мы с вами сделаем хороший вдох через нос, вытянулись, и на выдохе наклоняемся. Еще раз. Хороший вдох, настроились, выдох, последний раз. Сделали хороший вдох и выдох. Отлично. Мы с вами берем ручки за голову и на выдохе поднимаем наши ножки и сразу начинаем. Локоть, колено работаем. Каждый раз на выдохе. Вдох, выдох. И давайте еще 10 раз. Немножко энергичнее работаем, чтобы взбодриться. 5, 6, 7, выдох, еще чуть-чуть, 8, 9, 10. Отлично, сразу отсюда поднимаем ножку и крест-накрест, скрещивая руки, касаемся наших ног. Разворачиваем полностью наш корпус. Еще немножко, давайте, 5, 4, 3, 2, есть, супер. Сразу следующее наше упражнение — приседания. Ручки также держим за голову и пошли. Отводим таз, присели, поднимаясь, крест-накрест, локоть, колено. Работаем, выдох, вдох, выдох, еще немножко, вдох, выдох. Держим корпус, не сутулимся, спина у нас ровная. Еще давайте, 3, 2, есть, супер. И напоследок давайте мы с вами выполняем упражнение джампинг в легкой вариации. Выдох, вдох, выдох. 5, 4, 3, 2, 1. Есть. И отсюда давайте мы с вами вытянемся хорошенечко наверх. И выдох, наклонились. Еще раз вдох. Выдох. Ручку взяли на замочек, ножки поставили широко и вытягиваемся вперед. 3, 2, есть. Ручку взяли за голову, давим на локоть и немножко мы с вами сейчас растягиваемся. 3, 2, есть. Отлично, супер. Локти поставили на коленки и приседаем, разводим колени. Вдох, выдох. Еще раз. Давайте. Раз, 2 и напоследок 3, 4. Хорошо. И еще раз. Сделали вдох, выдох. И на этом все. Спасибо всем. До скорых встреч. Ну, всем еще раз доброго утра. Надеюсь, после такой зарядки вы точно проснулись. Ну, а мы теперь все дружно отправляемся на кухню семьи Яковлевых. Даша, тебе слово. Доброе утро, Республика. Мы продолжаем отмечать этот замечательный праздник Николин день. И знакомьтесь, глава семьи рядом со мной Айтал. Капиталина по-прежнему с нами, хозяйка семьи. И наши детишки, да, это у нас Сулустан, помаши ручкой. Проснулся ни свет ни заря. И Полина.
Ну и давайте немножечко поговорим все-таки про семейные традиции. Айтал, вопрос к вам. Как вы отмечаете этот праздник или, возможно, как отмечали его в глубоком детстве? Ну, это стандартно, это конец зимы, весна уже в полную мощь, начинается лето. Отец привозил уток, там стол, и сейчас то же самое. Сегодня у нас в планах выезд обратно на дачу. Как в это время все якуты переезжают в Сайлык на дачу, отмечать приход лета. То есть такие классические у вас традиции, Ну да. Ну традиции, они есть традиции, что они должны быть, такие классические. Ничего не меняется или меняется, но медленно. Ну, поговорим непосредственно про наш праздничный стол. Ну, сложно назвать это завтраком, да, но все-таки Капитолина готовила там полночи, наверное, да. Итак, давайте расскажем, что у нас сегодня на праздничном столе. Ну вот у нас уточка наша сваренная, 2 уточки, да. Потом получается караси. Ну, караси, честно, это моя мама приготовила. Мясо, да, вот у нас Это жеребятина, да. И да, вот потроха. оладьи? Ну и оладьи, да. Оладьи у нас, в принципе, традиционно бывает. Ага. А вообще дети, допустим, как относятся к якутской кухне? Вы их приучаете или для них это все-таки чуждо уже? Нет, конечно, едят. Вот у нас Султан очень любит потроха, например, да. Ага. Ну и оладушки, конечно, любят, да. И Полина у нас вообще теоретик, она даже выступала по этой теме в научно-практических конференциях, да, по традиционной кухне якутской. Вот. Ну, любят, конечно, не каждый день мы так завтракаем, да, но, да, на ИСЭХ, там, допустим, вот Николин день, да, всегда традиционно у нас есть блюдо традиционное. А подскажите, вообще, что для вас в целом значит этот праздник? Потому что, любой же праздничный повод, он несет за собой какой-то еще и философский момент. Вот Николин день, что для вас значит? Это собраться с семьей, родными, друзьями. У нас уже все выходные до июня уже все забиты. Мы сейчас на даче, в Мархе, Сайлык, да, считайте. Там уже все забито. То есть это время, когда встречается после долгой зимы, наконец-то все радостно. Дети маленькие тоже встречаются с племянниками. То есть Николин день, он не заканчивается одним днем, да? Это старт для таких семейных встреч. Ну да. Наверное, даже, если говорить так, то если с Николина дня начинается встреча родных, исыхи, то это заканчивается только сенокусом, наверное, да? Вот это вот в такой месяц праздника. Но вообще мы знаем, что вы молодая семья историков, да, и, наверное, вы владеете информацией о том, почему вообще, да, стали отмечать Николин день, да, и в целом, что этот праздник означает для народа Саха. Николин день, это, получается, он Николиным днем стал с принятием христианства, да, православия на территории Якутии. А так просто праздник совпал. Вообще вот это, получается, противостояние майское, солнечное, да, вот, оно традиционно для многих народов. Ага. И, соответственно, конечно, просто 2 праздника не совпадают, и вот как-то трансформируясь, он стал Николиным днем, как мы сейчас его привыкли называть. А сейчас, конечно, это просто был такой переход именно от зимы к лету, от зимника к летнику, от кыстыка к сайлыку. Ну и с этого момента, для якутов, конечно, было сложно пережить зиму, тяжелую, суровую зиму, да. Даже нам сейчас, современным людям, которые живут в таком благоустройстве, тяжело, да. Вот. И это вот такой некий символ именно перехода к тому, что наконец-то вот настало время лета, радости, когда все расцветает, оживает. Это так. И давайте поговорим с подрастающим поколением. Сулустан, ты кушаешь уточку? Вон, смотри, уточка лежит. Ешь уточку? Нет. А больше всего что за этим столом тебе нравится? Оладушки, да? Полина, а вот на твои вкусовые ощущения самое вкусное за праздничным столом здесь это что? Караси. Караси любишь, да? То есть вот так вот сидишь и прям косточки все выбираешь, отбираешь. Нравится тебе, да? Очень нравится, да. Отлично. И вот
Вкусно, да. И вернемся все-таки вновь к нашему празднику, да. Ну, а в целом, да, вот это же не просто дата в календаре, да. Вот мы поговорили о том, что это и начало, да, лета, это радость, это дань уважения семейным ценностям, да. Но, а вообще вот в целом, если провести параллель такую, да, есть ли подобный праздник вот в русской культуре? Думаю, да. Никола Вешний – это как бы переход к майским, ну, русские это же земледельцы, и начало вот хозяйственные праздники – это земледелие, это как раз вот самое, вот сейчас в Центральной России идет самая вот горячая пора, там вот крестьяне работают вот от восхода до заката, вот, и это, конечно, объединяет весь континент, можно так сказать. Так, ну мы попробуем, отведаем суп, да, и поделимся эмоциями. Так, чуть-чуть соли не хватило, говорят. Ну что, телезрители пусть пока посмотрят, как мы едим. Очень наваристо получилось. Да, действительно, казалось бы, две маленькие уточки, но этот вкус не спутать ни с чем, да? Да. Вот утиный суп есть утиный суп, причем вкус якутской утки совершенно отличается от, допустим, импортной, да? Ну, импортная это, они такие проходят, это, они растут же в этих фабриках, птицефабриках. А у нас это дичь, это скорее дичь, и поэтому такой вкус специфический. И понятное дело, когда ты всю зиму ешь только оленину, рыбу, там, жеребятину, говядину, и вдруг что-то надо поменять, и вот как раз утки прилетут в это время. И это вот такой дичь. Ну, такой Вкус дичи, да? вкус дичи получается. Да. Айтал, а сами вы охотник? Ну, я не скажу, что я охотник, но вот есть, скорее, это хобби. Ага, ну, в последнее время времени мало на любимое дело, как говорится, да? Ну, а в целом, вот эмоции от вот этого момента, когда сидишь, ждешь. Да, это, конечно, это адреналин, это вот ни с чем не сравнится, это прямо вот руки трясутся. И понятное дело, мужчины, ну, сейчас половина якутян, наверное, мужская половина на охоте. Это, конечно, вот это адреналин, азарт, это вот чувство, вот ты держишь в руках оружие, это вот и запах пороха, это уже отдельная тема, конечно. Ну что, мы еще раз вместе с семьей Яковлевых поздравляем всех жителей республики с праздником. Желаем всем сегодня приятного аппетита, потому что столы сегодня будут богатыми в каждой семье. Ну и, конечно, прекрасного, уже практически летнего настроения. Спасибо всем большое. Доброго утра. Увидимся. Вероника, вам слово. Спасибо большое, Даша. Было очень интересно, очень вкусно даже на это все посмотреть. Конечно, всех еще раз поздравляем. Пусть ваш стол будет таким же богатым, таким же национальным. Ну а в старину на Николин день люди молились и о благополучии и дорогах, и путешественниках, то есть именно о тех, кто находится в пути. Святой Никола считался покровителем путников и мореплавателей, а в середине 20 века у советских людей появился свой надежный путник – автомобиль «Москвич». Этим летом исполняется 100 лет автотранспорту Якутии, и наш канал знаменует это событие в своих проектах. Наш коллега Руслан Ачиров тестил различные ретро-автомобили, а наша программа вот уже более полугода ведет рубрику «История вещей» с Дмитрием Аргуновым и специалистами городского ретро-музея. Очередь последнего некитайского москвича ЗЛК-2141 в следующем сюжете. АЗЛК к началу 80-х годов зациклила на экспорте. Замечательную тенденцию, заложенную предшественниками модели 2140, данная модель существенно подпортила, экспорт не нарастал. Эффективность трехлетней подготовки производства, немалых вложений, включая валюту, оказалась ничтожной, хотя объективно автомобиль выиграл, но снова за счет новой перспективной модели. Прототип «Москвича» 2141, французская «Симка» 1307, была выпущена в 1975 году. Конструкторы «Симки» одними из первых применили интегрированные пластиковые бамперы и прямоугольный блок фары. С точки зрения дизайна «Симка» 1307 не представляла особого интереса, и было довольно странно, что именно «Симка» послужила образцом для подражания для АЗЛК. Тем не менее, процесс пошел. Создателям «Москвича» удалось уйти от несуразного образа «Симки» и создать довольно пропорциональный переднеприводный хэтчбэк. Чувствуется, что конструкторы ориентировались на французские и немецкие модели. Например, своеобразная ломаная линия бампера напоминает Volkswagen Passat.
а пропорции передней части и короткий задний свес явно навеяны моделью Renault 2030. Для конца 70-х годов конструкция «Москвича» была весьма прогрессивной и вместе с тем простой. Передний привод, продольное расположение двигателя, пятиступенчатая коробка передач, 14-дюймовые колеса, относительно большая база, широкий кузов типа хэтчбэк, передняя подвеска типа Макферсон, речное рулевое управление – все это было в нове для отечественных автолюбителей и еще не приелось даже на Западе. Автомобиль АЗЛК-2141 комплектовался двигателем ВАЗ-2106-70. Модификация 2141-2 выпускался с двигателем УЗА. Утверждают также, что своеобразная конструкция коробки передач с необычным расположением валов придумана не на АЗЛК, а позаимствована у переднеприводных моделей концерна ВАГ. Задняя подвеска «Москвича» точно была скопирована у автомобиля Audi 100 1976 года. Впрочем, кое-что в 41-м «Москвиче» было и от Nissan Maxima аж 1994 года, а именно механизм Рассела. Опередили японцев. Впрочем, справедливости ради, окончательный вариант «Москвича» 2141, несмотря на похожий силуэт, не имел ни одной кузовной детали, одинаковой с официально принятым французским прототипом – «Симки». Копировать в СССР умели, не придерешься. Как же здорово, когда есть возможность полюбоваться блестящим москвичом в ретро-музее, вспомнить, как наши деды ездили на таких машинах по дорогам Якутии. А теперь новый поворот истории. Перенесемся в Национальный музей республики, где открылась выставка к столетию шахматного движения. Подробнее в нашей постоянной рубрике. Национальный художественный музей открыл уникальную, элегантную выставку «Лев Толстой и шахматы», которая показывает взаимосвязь игры, литературы, искусства и культуры. И эта выставка, она посвящена столетию шахматного движения в республике Саха-Якутия. Экспозиция разделена на два культурных пласта. Первая говорит о романе Толстого «Война и мир», где красной нитью проходит эта уникальная, сложная игра в шахматы. И вторая часть показывает об увлечении писателя шахматами. Это фотодокументы, рукописи, очерки, фотографии и рисунки известных русских художников, когда они писали Льва Николаевича за игрой в шахматы. Хочется обратить ваше внимание на этот очень интересный экспонат. Выполнен двумя якутскими мастерицами – Егоровой Розалией и Федуловой Надеждой Егоровной. Это шахматное поле, выполненное в мозаичной технике шитья из коровьего меха, и шахматы, которые представлены здесь вот в образе таких больших, как бы это пешки, или это королева с королем, в технике валяния и плетения из конского волоса. Такая северная шахматная партия. В романе Толстого Наполеон говорит: «Шахматы расставлены, игра начнется завтра». То есть он представлял поле битвы как шахматное поле, а люди для него были пешки. На что Лев Николаевич очень здорово заметил, что сам Наполеон был похож на уязвленную шахматную фигуру, которой скоро русские офицеры поставят мат. Подходя к витрине и глядя на этот очаровательный, красивый комплект шахмат, сразу чувствуешь гордость за свою страну, за русских шахматистов. Дело в том, что в 1974 году сборная Советского Союза завоевала убедительную победу на Олимпиаде в Ницце. И этот комплект был подарен французским президентом Жискар д'Эстендом нашим шахматистам. Придя в музей,
вы познакомитесь с удивительными экспонатами, которые представлены на выставке. Один из таких экспонатов – это хлебные шахматы, которые были подарены Льву Николаевичу Толстому. А также вы сможете поиграть и разыграть собственную партию на этом шахматном поле и сделать свой ход конем. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В рамках второго этапа модернизации Северного завоза, стартовавшего в этом году, власти региона планируют приобрести мобильные производственные цеха. Эти фабрики на колесах будут оснащены всем необходимым – от оборудования для первичной переработки мяса и рыбы до рефрижераторов, сохраняющих свежесть продукции. Главное преимущество – независимость от сезонов. Теперь вывозить дары, тайги и тундры можно круглый год, а не ждать, когда встанет река или пройдет распутица. Это логичное продолжение большой программы. За последние годы в 13 арктических улусах уже создали современные торгово-логистические центры, укрепили базы оленеводов и рыболовов, а теперь акцент смещается на мобильность и технологии. В рамках Дня участников СВО и членов их семей в Амге прошла мини-ярмарка вакансий, тренинг, консультационные услуги и психологическая поддержка. Участники мероприятия получили возможность обратиться за консультациями в области психологической поддержки, социальной адаптации, профориентации и профессионального обучения. Специалисты помогали гражданам разобраться в вариантах прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профобразования. Мы за кругом стола обсудили, кто может получить социальный контракт, на что и на какие именно для открытия своего дела. По мерам социальной поддержки, то, что предусмотрено именно с управлением, именно с комплексного центра, с наших социального управления, мы все и по этим вопросам вкратце все объяснили. Каждый получил индивидуально то, что именно после круглого стола каждый индивидуально проконсультировался по своим мерам поддержки, на которые претендует. Поток военно-патриотических сборов среди студентов среднего профессионального и высшего образования завершился. Обучение прошли курсанты коммунально-строительного техникума, педагогического колледжа имени Гоголева и СУНЦИС ВФУ. К изучению основ военного дела в новом сезоне приступают более 300 человек. Им предстоит освоить огневую, тактическую, инженерную подготовку. Курсанты также узнают основы тактической медицины и радиосвязи и научатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Эти военные сборы, они проводятся в каждой школе, соответственно, каждый год. Но именно вот центром войн мы проводим по соглашению со школами свои сборы с привлечением наших инструкторов на своей материальной базе. И получаются сборы, скажем так, по нашей отдельной программе, не такие, как традиционно проводятся учителями отдельно в каждой школе. Почти 8,5 тысяч выпускников Якутии зарегистрировались для участия в едином госэкзамене в этом году. В основном периоде ГИА-11 примут участие 8538 человек. Для проведения кампании задействуют 231 пункт, включая 6 на дому и 2 в учреждениях ФСИН. Все они оснащены металлоискателями, системой подавления связи, резервными генераторами и техникой для печати материалов. В каждом районе из-за паводка созданы оперативные группы. Их задача – обеспечить проведение экзаменов в муниципалитетах, которые могут оказаться в зоне возможного затопления. С 16 по 19 июня в Якутске пройдет спартакиада республики по адаптивным видам спорта «Джулур». В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов с инвалидностью из 21 муниципального образования. Спортсмены будут состязаться в волейболе сидя, голболе, легкой атлетике, настольном теннисе, полевой стрельбе, шашках, шахматах и стрельбе из традиционного лука. В этом году впервые отдельным зачетом примут участие ветераны боевых действий с инвалидностью и участники СВО, получившие ранения. Для них в программу включена дисциплина «Пулевая стрельба». На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
Ну, грядет лето, это, конечно, ЭСЭХ. Сегодня поговорим о главных модных ориентирах на ЭСЭХ 2026. Какие фасоны холодаев окажутся в центре внимания, какие украшения добавят образу праздничный блеск и почему сейчас все чаще выбирают одежду именно с национальным орнаментом. Обо всем этом по порядку расскажет дизайнер Татьяна Лифу. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Ну, тут за кадром успели поговорить, что, оказывается, к ЭСЭХу готовятся весь год. Да, получается, так и есть. Очень многие швеи заняты. Вот. Благодарю за приглашение вас в этот очень символичный день, особенный день для народа Саха. В этот день мы уже встречаем наше лето и начинаем готовиться к ЭСЭХу. Ну вот давайте начинать готовиться вместе. Какие холодаи стоит надевать на ЭСЭХ в этом году? Что в них особенного? Очень много традиционных, да, национальных холодаев, но, как показывает практика, сейчас более идут уже в ногу со временем более практичные функциональные наряды. Очень много дизайнеров и локальных брендов, которые создают не только богатые традиционные, но и более стилизованные и модные стильные наряды. И я как человек, дизайнер, который уже изучает, наблюдала за трансформацией модных далбар-хатун, да, испокон веков, оно менялось, да, наши традиционные костюмы, они менялись. Ну, да. Да, и сейчас у нас уже сохраняет какую-то традиционную изюминку, уже создаются очень красивые наряды. И я бы не рекомендовала как там традиционные, возможно, и даже уже начинаете более функциональные и практичные наряды носить. Ну, вот мы сейчас на вас видим такую отсылку, да, получается, к национальному костюму, очень функциональную. Вот если посмотреть на материалы вблизи, уважаемые телезрители, можно увидеть, что достаточно натуральные материалы. Вот какие материалы лучше выбирать? Потому что это все-таки жарко, как правило, да, нам везет с погодой, и очень трудно в какой-то синтетике находиться целый день. Да. Несмотря на то, что мы находимся в таком северном регионе, у нас же лето очень жаркое, и я, конечно, бы рекомендовала натуральные ткани. Например, вот у меня есть вискозная ткань. Я в своем бренде создаю такие более практичные. Я, получается, соединила холодай. И, например, есть тут вот у меня рукава уже стилизованные. Это с образца платья 18 века якутского. И здесь украшения, тут илинкебихер, шляпу, и уже можно пойти на ЭСЭХ. И после уже ЭСЭХа можно, например, носить на каждый день, например, да, с брюками или с другими юбками, да. И натуральные ткани, они всегда, как правило, дорогие, да, а традиционные национальные платья, их там по метражу очень много расхода, и я бы рекомендовала, конечно, стилизованные наряды, если, например, по бюджету, например. Ну вот вы упомянули украшения. Украшения же тоже перетерпели свои изменения, да, то есть у нас очень много дизайнерских, с отсылкой на национальные украшения. Что бы вы порекомендовали надевать в этом году? Может быть, все-таки вернуться к бисеру, да, что не так дорого, но тоже очень красиво. Может быть, какие-то вышивки сейчас в моде? Украшения сейчас очень смело входят из меди, да? Салтана, золото народа Саха, я считаю. И не обязательно там, например, золотые украшения, да? Выбирать можно даже из деревянных украшений выбирать. Но я бы посоветовала больше обратить внимание на работы мастеров наших, да? А не использовать то, что приезжает извне, например, да? Вот, потому что каждый мастер, когда создает украшения, он влаживает свою энергию, свое чистое пожелание, и вот это очень важно, я считаю. И поэтому, да, ручной работы наших мастеров из меди, из бронзы, из серебра, из дерева. Здорово. Вот все равно мы подвержены тенденциям, и, как показывает мода именно на ЭСЭХе, тоже модным тенденциям цветовым. Вот какие цвета в тренде, так скажем, в этом году? В тренде в этом году, наверное, более природные цвета, да? Ну, в фэшн-индустрии в основном там есть эксперты Pantone, которые рекомендуют каждый год цвета, но привязываться к одному и тому же цвету, мне кажется, не стоит, так как нужно исходить из того, что нам идет. Да? Нам, конечно, идет более природные цвета, более пыльные, природные и более благородные.
То есть все-таки не стоит прибегать к ярким оттенкам, Да. ультра ярким. Хорошо. Почему все чаще надевают вещи с национальным узором? Вот сейчас прям очень, даже, можно сказать, не только якутский национальный узор, но он особенно популярен у нас в республике. Какие-то русские, славянские, еще какие-то узоры. С чем вы это связываете? Я связываю это с тем, что сейчас время меняется, люди меняются, они становятся более осознанными и уже хотят более усилить свое состояние, я считаю, истории предков, носить вот свой культурный код. Это особенная такая энергия, я считаю. Вот поэтому, наверное, это работает. Что-то привносит какую-то уверенность, да? Да, какую-то уверенность. Ну и, конечно, мы всегда меньше уделяем внимания, все-таки прекрасная половина больше уделяет внимания подготовке к эксеху, но все-таки о мужчинах давайте не забывать. Что изменилось в их костюме? Есть ли какая-то модификация? Потому что они обычно достаточно жаркие и тяжелые. Да. Да, мужчины, конечно, всегда традиционно носят камзолы, которые очень жарко, и непрактично носить. Сейчас они уже начали обращать внимание на рубашки, блузки. И мы, конечно, создаем такие наряды, которые можно, например, добавить какой-то узор, либо оберег, и уже можно, в принципе, носить и на эксех, и на работу. То есть появились такие модификации на повседневной жизни для мужчин? Да, мы работаем над этим. Что бы вы порекомендовали все-таки, вот как выбрать свой самый лучший, самый подходящий тебе холодай? Самый лучший? Для себя. Для себя? Холодай, мне кажется, у меня, например, нету такого традиционного холодая. Я, наверное, бы исходила от дизайнера, который создает этот холодай, потому что энергия человека очень важна. Да, я бы выбрала сперва дизайнера и уже бы, наверное, с ним бы поработали над тем, что подходит мне больше. Цвета, модель, потому что это все очень персонально. Все-таки такой персонализированный подход. Да, да. И энергия человека мне очень важна, который создает то, что буду я носить. И вы рекомендуете все-таки на повседневную отталкиваться от того, что я могу это одеть и потом? Да, конечно, конечно, потому что одежда всегда должна быть и практичной, и функциональной, и это разумное потребление. Спасибо большое за советы, я думаю, что к ним непременно прислушаются, а кто еще не успел, давайте выбирать из готового. Я думаю, что с нашими дизайнерами это тоже вполне реалистично пройтись и увидеть удивительные работы и найти что-то для себя. Да, спасибо. Приходите еще. Да, спасибо, благодарю за приглашение. Дорогие друзья, на этом мы подходим к завершению нашего эфира. Говорим всем большое спасибо еще раз с праздником. Пусть ваш стол будет сытным, красивым, таким нарядным, национальным. Да? Не забываем то, что и мы должны ему соответствовать. Да? Тоже сегодня поговорили о холодаях. Правда, уже пора готовиться к эксеху. Поэтому всем еще раз доброго утра, прекрасного лучезарного настроения. Встречаемся с вами в понедельник. А завершаем наш эфир прекрасной музыкальной паузой. Көтүтен санна бар кынаттах курдукпон артайга нибер арылан аргырдах артыкка турабын көрүккөт күлүм аллай аллоппун хагын аяк туутан ырдагым аллакка бай баянай мичикка беттах көрөн манила сасалар ханны бар илинен алгутун иннигер дөрүдө ноктомо сирегме түгэгер эрис санан каңла идиллер Yörükgök gülüm allay alvok bu dağdan ayak tutan ardağım Allah'ka bay bayanay miçikka ne beddak koran manila
аллай аллоппун хатын аяқтудан арыдағым Аллаққа бай баянай пичикка бәттақ көрін танила Gülüm allay Allah'ın ahatan Ayak tutan arıdağım Allah'ı bay bayanay çıktı Nebettak görün manıhlar